чувствуете именно вот такой какой-то особый человек, ваш человек, а? Дождливую, в хорошей компании с друзьями мы часто ходим в Лион. Ну, мне там нравится и комфортно. Я через это прошла, и, в принципе, я вот сейчас понимаю, что Комфортная обстановка мне. у меня есть этот эгоизм. Я люблю даже дождливую погоду. Чтобы эту сторону было видно. Все, поехали. Сегодня в программе «Лидер» гастроэнтеролог Хирсина Гулия. Впервые слышу такое имя Хирсина. Кто вас так назвал? Да, вы не слышали, не могли слышать такого имени, потому что меня назвали в честь отца. Его звали Херсон. Меня назвала тетя. Почему в честь него? Потому что его не стало до моего рождения. Он трагически погиб. Сколько ему было лет? Ему было 23 года. Получается, вы не знали своего отца. Нет, к сожалению, я не знаю своего отца, никогда не видела. Тяжело с этим жить? С этим я уже привыкла жить, потому что я с рождения знала, что у меня нет отца. Уже как-то свыклась с этой мыслью и живу с этим. А злость, обида, месть по отношению к тем людям, по чьей вине погиб ваш отец, таких чувств у вас не было? Ну, в детстве у меня были такие чувства, почему так сложилось, почему так они поступили. Но потом с возрастом я стала осознавать, значит, у них такая судьба была, так должно было случиться. Злости на них нет, потому что этих людей тоже нет уже в живых. Прошу прощения, что начинаю интервью вот с такой очень личной темой, но как журналист, который собирается узнать о Хирсине Гулия больше, чем раньше, я должна была спросить. Какой вы были в детстве? Вас называли Хися, вот так, укороченное имя. Чем гастроэнтеролог Хирсина Гулия отличается от девочки Хисы? Да, меня называют Хиса с детства, мои близкие люди. Та Хиса в детстве, та девочка в детстве и я сейчас — это абсолютно два разных человека. В детстве я была послушной, хорошей девочкой, которая посещала разные кружки помимо учебы. А сейчас я самодостаточная и уверенная в себе. А в чем выражалась вот такая неуверенность или скромность? Вот в чем выражалась? Но это выражалось, скорее всего, в моем поведении, что я тихая, скромная, покладистая. Могла, если что-то вот мне не понравится, могла не постоять за себя. Такое было. А сейчас можете постоять за себя? Да, сейчас я стала уверенной в себе, конечно. Я думаю, это в совокупности жизненный опыт привел меня к той, которой я являюсь сейчас. Что вы хотели бы поменять в себе? Через 10 лет какой вы будете? От каких недостатков вы хотели бы избавиться сейчас? Даже не знаю, что сказать. То есть их у вас нет? Недостатки есть, конечно, но я бы хотела быть менее эмоциональной. То есть мне бы хотелось бы спокойнее реагировать на то, что не совсем может мне нравиться. То есть менее эмоционально, спокойнее реагировать на всякие события, которые происходят. В первую очередь не накручивать себя и не переживать, что вот какая-то несправедливость произошла или что-то вот в этом роде. То есть спокойно все принимать в жизни, как оно есть. Реагировать спокойно на все события. А вот так открыто устроить ссору, скандал, разборку, не о таких эмоциях вы говорили? Ссору открыть, скандалы — это, конечно, не про меня. Никогда такого не было у меня. То есть я это вообще не признаю. Для меня это неприемлемо. Я стараюсь. Для меня конфликт, когда возникают какие-то конфликтные ситуации, это крайне неприятно. Я стараюсь, чтобы этого не было в моей жизни.
Стараюсь не допускать такого. Это получается? Ведь это так сложно не допускать до конфликта. Это надо уметь себя хорошо контролировать и проявить силу воли. Да, я стараюсь над этим работать и силу воли проявлять, потому что от этого никому не хорошо. Поэтому лучше держать себя под контролем. Кто особенно повлиял на вас, на ваш характер, на ваше мировоззрение? Влияет, может быть, и сейчас. Я не могу сказать, что кто-то мог повлиять на мой характер или на мое мировоззрение. Я думаю, что это все жизненный опыт. Чье мнение для вас очень важно? Важно мнение моей матери. Какие у вас взаимоотношения? Вы подруги, сейчас так модно, у современной молодежи многие мамы подруги, хотя вот по нашей ментальности не очень-то принято, да, делиться секретами с мамой. Какие у вас взаимоотношения? Вы можете с ней делиться и рассказывать ей все, что вас тревожит? А у меня подруг много, к счастью. Мама для меня самый близкий человек, который меня всегда поддержит и который мне всегда поможет. А вы можете ей откровенно говорить свои секреты? Рассказываете ей? Бывает. Бывает. Иногда бывает. Скажите, кто повлиял на выбор вашей профессии? На выбор моей профессии, безусловно, повлияла моя мама, за что я ей очень сильно благодарна. Поговорим про студенчество. Вот с кем не бывает в студенчестве, когда доходит дело до экзаменов, то ли студент не успел подготовиться, то ли прогуливал какие-то лекции, используя связи, как принято говорить, блат, может сдать экзамен. Но мне кажется, если это еще позволительно, вообще, наверное, это не позволительно никому, но если еще и простительно студентам других специальностей, но только не медвузу, потому что тут речь идет о жизни людей. Когда-нибудь вам приходилось, сталкивались ли вы с этим, что на экзамене приходилось выкручиваться? Я была очень ответственным студентом. Я не могу и не хочу сказать, что такое не слышала и не знаю, что такое бывает. Но, к счастью, у меня не было такой необходимости прибегать к этому, к такому. То есть вы были прилежной студенткой? У вас не было хвостов? Хвостов не было. Почему именно гастроэнтеролог? Почему именно гастроэнтеролог? В студенчестве у меня были проблемы с желудком. Я обратилась к гастроэнтерологу. И на прием я пошла к гастроэнтерологу, и я поняла, что в тот момент, что я хочу быть в будущем гастроэнтерологом. Мне понравилась вот эта профессия. Проблемы с желудком прошли с тех пор? Да, навсегда. Вообще доктор может сам себя лечить? Да, конечно. Мгм. Говорят, что докторам лучше не лечить своих близких, потому что они не могут быть просто доктором, потому что испытывают чувства к этому человеку, кого лечат, особенно, например, в хирургии. Что вы думаете на этот счет? У нас у медиков есть однозначно примета по этому поводу, что своих лучше не лечить. Да, именно потому что невозможно спокойно смотреть, поэтому мы стараемся своих не лечить. То есть мы обращаемся к своим коллегам, чтобы они помогли. Человек всю свою жизнь должен образовываться. В любой профессии это так. Но в медицине это еще и жизненно важно в буквальном смысле. Сейчас есть современные всякие методы, есть веб-семинары, используя интернет, и можно покупать и лекции, и вообще читать очень много. Какими методами вы пользуетесь? Получается выезжать на какие-то тренинги, участвовать на каких-то семинарах? И вообще следите за тенденциями мировой медицины? Да, я стараюсь, конечно, следить за современными тенденциями. Каждый год ездила до пандемии на всякие конференции, повышение квалификации. То есть это постоянно
на регулярной основе я это все проходила, но, к сожалению, как у нас началась пандемия, у нас все это в онлайн-режим перешло, поэтому все это мы проходим пока онлайн, но надеюсь, что в скором времени все изменится. Ну, за время пандемии, то есть мы не перестали учиться однозначно, все равно стараемся учиться, совершенствоваться, потому что медицина не стоит на месте, как и все другие науки. Поэтому, ну, если не будешь за этими тенденциями новыми следить, то, ну, мне кажется, теряешь свою квалификацию. Надо обязательно развиваться, иначе, ну, как бы не очень хороший результат будет в итоге. Я знаю, что врачебная этика не позволяет давать экспертное мнение. Если ты гастроэнтеролог, ты всегда даешь какую-то оценку по гастроэнтерологии. Если ты хирург или если ты педиатр, то же самое. Они не любят выходить за рамки своей врачебной этики и рассуждать, как должен лечить, например, хирурга, а если ты уролог. Но сейчас обстоятельства вынуждают всем врачам быть хоть немного вирусологами. И вы тоже столкнулись с этой проблемой. Я могу сказать смело, что вы одна из первых, кто пошел в ковидный госпиталь и лечите ковидных больных, и до сих пор лечите. Буквально вы завтра уже уезжаете в Гудаутский ковид-госпиталь и будете там находиться месяц. Вначале было мало информации о вирусе, многие боялись, да и сейчас многие боятся. Но как вы приняли это решение? Это было тяжелое решение? Как отреагировала ваша мама? Потому что ее мнение наверняка очень важно. Вы у нее одна, и она дорожит вашей жизнью. Как это происходило? Ну, я попала в ковидный госпиталь, как только стали формироваться бригады. Мама, конечно, первое время, маме не понравилось то, что я поеду, ну, это было, ну, как бы неизвестно, что и как, куда я еду. Конечно, она была категорически против, но я ей объяснила, что я должна быть рядом со своими коллегами, помочь, я не могу в стороне остаться. Ну, в итоге она согласилась со мной и не возражала после этого, чтобы я ездила в госпиталь. Лечение желудочно-кишечного тракта – это сложная профессия, тонкая профессия. Надо знать многое, согласна, абсолютно ответственное дело. Но все-таки там нет вот такой крови, как в хирургии. Вот это не экстремальные ситуации, как, например, в ЧЛХ, там, в нейрохирургии и так далее. Что касается ковида, это, можно сказать, экстренная помощь. Там могут быть страшные картины, от которого, может быть, и психика даже пострадает. Я могу сказать, что вы до этого, до ковида, не сталкивались вот с такими страшными картинами, как во время ковида? Ну, такое в моей практике, конечно, впервые. У нас был и свиной грипп, и птичий грипп, когда было очень большое количество пациентов, которые обращались к нам с той же пневмонией, с температурами, они обращались. Наши отделения были переполнены, но, к счастью, мы тогда своими силами справлялись. И такого уровня, конечно, не было. Но такое мы впервые, конечно, видим. Какие картины вы увидели в ковидном госпитале? Ну, самое страшное, это когда человеку не хватает воздуха, чувство нехватки воздуха, когда им страшно, страх в глазах. Это очень неприятная картина. И за этим наблюдать очень тяжело. До сих пор я не могу к этому привыкнуть. Вам приходилось в этот момент держать за руку своего пациента, успокаивать? Конечно, всякое приходилось. Но в первую очередь мы должны оказать помощь, чтобы человек раздышался. То есть мы и кислород даем, и капельницы назначаем, чтобы облегчить состояние. Ну, естественно, морально тоже старались в это время поддерживать, не отходить. Когда врач, медперсонал рядом не оставляет такой момент, им легче становится, и как-то им не так страшно. По поводу панических атак. Ковид давит на психику человека. И человек может перестать контролировать свои эмоции. У него начинается паника, от этого ухудшается его состояние.
Как вам удается в такие моменты? Это, наверное, происходит в секунды какие-то, и нет возможности осмыслить, там, принять какое-то решение. Как в такие ситуации вам тоже не удается не впадать в панику, а вот поддержать своего пациента? Ну, с паническими атаками мы часто встречаемся в своей практике, особенно вот в гастроэнтерологии. Гастроэнтерология и панические атаки, неврозы тесно взаимосвязаны. То есть я в своей практике очень часто с этим сталкиваюсь, и поэтому у меня уже есть опыт. Но в таких случаях мы, конечно, экстренно начинаем их седатировать, назначаем им определенные препараты, которые их успокаивают, и без этих препаратов никак. То есть они своими силами не могут справиться. Если ты, допустим, скажешь, успокойтесь, все будет хорошо, то есть тут нужно обязательно лекарственными препаратами их седатировать, иначе это тяжело им, конечно, у них прямо паника начинается. Доктор – это человек с чувствами. Для него все пациенты должны быть равны, понятно. Но бывает, что кто-то из пациентов становится близким, родным, привыкаешь в конце концов к человеку и очень переживаешь за его жизнь. Такие случаи были у вас, за чью жизнь вам приходилось бороться не только как доктор, но и как вот родственник, как близкий человек? Да, конечно, бывали такие пациенты, которые и сейчас есть, которые вот годами ходят, хроники, которые уже как родственники, как близкие люди доверяют, то есть они в своей семьи, со своими семьями приходят, то есть они могут даже по любому другому вопросу позвонить. Много таких пациентов, которые вот мы сближаемся за такой, когда вот долго общаешься, когда контакт длительный, возникает привыкание и близость с пациентами. Если это не онкология, то болезни желудочно-кишечного тракта, они излечимы? Болезни желудочно-кишечного тракта, к сожалению, в основном все хронические. То есть нет такого вот, как грипп вылечил и все, и ты здоровая. То есть если это язва, это хроническое заболевание, то есть это не навсегда, то есть это может обостриться еще раз и еще раз. Ну, это уже зависит от самого пациента, от его организма, от его образа жизни, от всего это влияет. Поэтому, к сожалению, за гастроэнтерологические болезни, они все хронические. От этого можно умереть? Есть болезни, от которых можно умереть, но это когда именно от гастроэнтерологических есть несколько болезней, от которых могут привести к летальному исходу. Тот же цирроз печени, к сожалению, неспецифический язвенный колит, то есть они такие тяжелые болезни. Слава богу, вот именно то, что касается неспецифического язвенного колита, это очень тяжелый диагноз, его в Абхазии у нас мало, таких больных мало. А так в основном все болезни, с этим люди живут, неврозы зарабатывают, потому что устают, там то нельзя, это нельзя. Часто себя накручивают, перебарщивают с тем, что вот в питании, что они полностью себя ограничивают в чем-то. Вот у меня там панкреатит, и я не должна пожизненно там, пожизненно должна сидеть на кашах. Это все на психику действует. И, к сожалению, у таких пациентов очень часто неврозы сопутствуют. Были у вас пациенты, которые впоследствии умирали? Да, конечно. Как вы можете противостоять эмоциям? Я представляю, каково это доктору, когда у него умирает пациент. Это ведь стресс. Как вы удержите эти удары? Это очень большой стресс. К этому, мне кажется, трудно привыкнуть. Всегда это болезненно. Человек ко всему, наверное, привыкает в плане того, что по-другому у этого человека не получалось. Уже объясняю себе, что я не могла ничего сделать. И это грустно, конечно, но бывает такое, конечно, в нашей практике, что наши пациенты уходят. Вы можете плакать вот в своей профессии? Приходилось вам плакать? От бессилия, от того, что не получилось, от того, что не сумели помочь? Доктор имеет право на слезы, на такие эмоции, или все-таки он должен держать себя в руках, чтобы помочь другим? Они ни к чему просто.
чтобы держать эмоции, нужна сила воли. Значит, где-то внутри они превращаются в камень, я так понимаю, который потом могут дать по нервам и вообще по здоровью в целом. Поэтому нужно отпускать, научиться отпускать и научиться отдыхать, наверное. Вот как, что для вас отдых? Что дает вам сил, энергию? Что восстанавливает ваши силы? А мой отдых — это подъем в 6 утра и пробежка утренняя по набережной, несколько раз в неделю спортзал. Таким образом я наполняюсь энергией, восстанавливаю силы. Чтобы встать в 6 утра, надо ложиться рано. Да, Во сколько? 10-11. Обычно люди в такое время только начинают смотреть социальные сети, задерживаются там. Ну, это у меня школьная привычка — ложиться рано, вставать рано. В студенчестве эту практику продолжила. Ну и сейчас это уже привычка многолетняя. Я уже по-другому не могу. Я не могу поздно ложиться. Ну, естественно, если я на дежурстве, на работе, конечно, там уже другой момент. А так, если я дома, конечно, у меня уже режим многолетний. О здоровом образе жизни. Сейчас много информации в интернете, люди читают. Я знаю, кто-то, может, следует, кто-то игнорирует, но читают. Среди ваших пациентов вы можете провести вот какой-то анализ? Есть люди, которые информированы о том, какой здоровый образ жизни вести? И вы наблюдаете, что люди думают об этом? В последнее время я замечаю, что есть такая тенденция, что пациенты интересуются своим здоровьем, стараются придерживаться здорового образа жизни. То есть это очень радует, что как бы не относятся к себе халатно. И это очень важно. Если пациент сам не осознает, что это ему нужно, то чудес от таблеток ждать не нужно. Нужно самому тоже какие-то усилия приложить. То есть, к сожалению, некоторые ждут, что вот они выпьют пилюлю, все, они исцелятся. Так не бывает. Это, в общем, они должны приложить к этому. Никакие, даже в гастроэнтерологии, никакие препараты тебе не помогут. Даже купировать тот же болевой синдром, если ты будешь питаться как попало, даже в питании не придерживаться рекомендаций. То есть это все не помогает. Все в комплексе работает. Сейчас очень много соблазнов в выборе еды. Чаще всего не полезной. Да? Вот говорят то, что вкусно, не полезно. К сожалению, соблазняемся и чаще говорим, вот завтра мы будем уже соблюдать и перейдем на здоровую пищу. И так у нас накапливаются разные заболевания желудочно-кишечного тракта. Я хотела, чтобы вы перечислили 5 самых вредных привычек или продуктов. Лучше скажем, продуктов, которые либо редко надо их есть, либо совсем отказаться. Наверное, лучше сказать привычек, потому что то, что касается желудочно-кишечного тракта, пагубные привычки — это, конечно же, в первую очередь курение. Курение? Да, это курение, это злоупотребление алкоголем, это переедание, очень пагубно влияет. Это частые стрессы и употребление большого количества трансжиров, промышленного производства, продукты, как сейчас модно говорить, пищевого мусора. То есть вот это все очень пагубно влияет на именно желудочно-кишечный тракт. Но в принципе и в целом на весь организм, не только на желудочно-кишечный. 5 самых полезных привычек. 5 самых полезных — это, наверное, для поддержания состояния здоровья очень важно получать животные белки. Это мясо птицы, мясо рыбы, брокколи особенно полезно для женщин, авокадо содержит полезные жиры и вся зелень, которая необходима для нашего организма. Я сейчас читаю Тима Форриса. Он детально изучает привычки, здоровый образ жизни, как один из способов избавиться от заболевания, чуть ли даже не от онкологии излечиться. Он предлагает голодание.
Ну, конечно, это все не спонтанно, а после консультации у врача, есть ли там противопоказания и так далее. А у меня есть такая привычка, если я посмотрела фильм или почитала книгу, обязательно что-то хочу использовать, провести эксперимент в своей жизни. И сейчас тоже я так увлеклась этим голоданием. Правда, ощущения очень приятные, легкость появляется. Что вы скажете по поводу голодания? Насколько это в помощь организму? Я абсолютно согласна с тем, что это полезно голодать. 36-часовое голодание я сама практиковала, ну, в последнее время не практикую, но обязательно возобновлю. Это очень полезно. У нашего организма есть свойство аутофагии. Это когда организм саморегулирует собственные клетки, разгружает органы пищеварения. Обязательно нужно разгружать поджелудочную железу, очищать лимфатическую систему. То есть множество плюсов от голодания. Но это тоже нужно делать, конечно, проконсультировавшись с врачом. Есть пациенты, которым противопоказано, допустим, пациентам, у которых проблемы с желчевыводящими путями. То есть это может вызвать острые приступы обострения, поэтому с этим нужно быть осторожным. Ну, люди, естественно, болеющие сахарным диабетом, нельзя голодать. Ну, нужно всегда вот такие вещи. Но если это здоровый молодой организм, в принципе, можно. Но если это уже возрастные пациенты, лучше проконсультироваться и без врача этим не увлекаться. На самом деле это очень полезно. Чтобы наша передача не превращалась в чисто медицинскую, я задам еще некоторые вопросы, чтобы раскрыть вас, чтобы раскрыть вашу личность. Я чувствую, что когда мы начинаем говорить о вас лично, о каких-то личных вещах, о вашем характере, вы сразу же закрываете железный занавес и не хотите об этом говорить. Вы не умеете откровенничать? Ну, я думаю, наверное, я с осторожностью это делаю. Почему? Ну, такой характер. Так это правильно? Ну, наверное, постоянно откровенничать и рассказывать о себе, это просто сумасбродство. Да. Но вы закрытый человек. Наверное, да. Какую семью вы считаете идеальной? Честно говоря, я не верю в идеалы. Счастливая семья для меня — это счастливая при любых жизненных обстоятельствах. Вообще, что значит быть счастливой? Разве бывает абсолютное счастье, что человек не может все время быть счастливым? Потому что жизнь, она меняется моментами. Иногда бывает там тревога, иногда бывает горе приходит, а потом бывает успех. Да, и поэтому человека характер тоже меняется, подстраивается под эти жизненные ситуации. То счастлив, то нет, то между где-то, то все там среднее. В какой ситуации вы чувствовали бы себя абсолютно счастливой? У вас были такие жизненные моменты, где вы ощущали вот это абсолютное счастье? Конечно, были такие моменты, когда я ощущала абсолютное счастье, но... Я хочу знать, с чем это связано, если это не секрет. С чем это связано? Я даже не могу сказать. Это что-то очень личное, да? Да. Я бываю абсолютно счастлива, ну, у кого как. Много раз, конечно, я была абсолютно счастлива. Я просто помню, когда закончилась война, мне было 16 лет, и когда сказали, что «Апсуа, я айраргет», ну, может, я не до конца тоже понимала, хотя мы все ждали. И вот это абсолютное счастье, вот эта эйфория, это было безумие, вот невозможно было себя контролировать. Это в моей жизни, по-моему, больше не повторилось. Но что-то похожее бывает, например, когда меня Луман обнимает. Или когда я нахожусь у родителей, и, например, там мама варит кофе, я с ней пью кофе, а папа мне говорит сцены бзазга, покоролек, там, или же аджаджахны бзазга. Вот когда с родителями нахожусь, это абсолютное счастье. Я вот мысленно говорю: Господи, спасибо, 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 что родители рядом. Получается, как будто я вам даю интервью сейчас, но это вот об абсолютном счастье. Мы сейчас сидим вот в таком хорошем месте, и я тоже, видите, как разговорилась.
Вот самые главные чувства, да, в семье. Я все-таки вас возвращаю в эту семью. Я очень хочу, чтобы вы создали семью и были в этой семье счастливы. Это любовь, взаимоуважение, уступчивость, может быть, компромиссность. Вот что важно в семье? Как вы думаете? У вас этого опыта нет? У меня этот опыт уже 28 лет. Мне вот интересно знать ваше мнение. Ну, все, что вы перечислили, без этих пунктов, я не считаю, что может быть здоровая семья с хорошими здоровыми отношениями. То есть и любовь, и взаимопонимание, и взаимоуважение, и уступчивость. Это обязательно нужно, но мне так кажется, что это обязательно должно присутствовать. Без этого никак не получается. Каким должен быть современный абхаз? Вот хороший современный абхаз, вот, кому бы вы доверили, с кем бы вы прожили бы свою жизнь, с кем бы вы создали бы семью и были бы счастливы? Каким он должен быть, этот современный абхаз? В первую очередь он должен быть воспитан в абхазских традициях, быть благородным обязательно и уверенным в себе. Для меня это очень важно. Угу. Воспитаны в абхазских традициях. Какие это абхазские традиции? Вот. Ну, чтобы он знал, как себя вести и в обществе, и к старшим, как обращался. То есть вот эти все наши вот традиции, чтобы он соблюдал. Ментальность Да, наша. ментальность наша. Вы буквально завтра уезжаете в ковид-госпиталь на целый месяц. Что будет с вашими пациентами? Как? Да, это больная тема для меня. Они уже звонят, уже переживают, что как мы будем, что нам делать. Ну, к сожалению, у меня другого выхода нет. Мне нужно ехать, потому что сейчас у нас идет наплыв пациентов. Даутский госпиталь, к сожалению, дополняется, и там не хватает рук, и приходится оставлять свою основную работу и ехать на помощь. По-другому никак. Я не одна, нас много, которые вот мы будем ездить. Ну, вот я-то там буду целый месяц, но буду по телефону по возможности консультировать. Ну, как-то Можно это сказать, уже... что нынешняя ситуация с ковидом – это война для врачей, что вы на линии фронта за спасение жизни людей? Вы знаете, я с вами соглашусь, что это действительно война для медиков. Это очень колоссально, это очень тяжело. Что вы можете сказать, обращаясь к людям? Сейчас пошел прирост, заболевших больше становится с каждым днем. Не хочется, конечно, сеять панику, потому как жизнь продолжается, она должна продолжаться. В то же время мы должны сохраниться. Для нас каждый человек важен, жизнь каждого человека важна в мире, но для нас, абхазов, нас и так мало, а вот так терять людей, это для нас катастрофично. Ужасные Согласна. последствия, трагические для нас. Но люди как будто теряют бдительность. Вот вы на линии фронта, врачи. Что вы можете сказать, чем мы можем помочь, простые люди, своим поведением, в чем вам могут помочь простые граждане, что они должны делать? Простые граждане должны беречь себя. Там, где вот большое количество людей, все-таки не кучковаться. Это очень опасно, понимаете, это распространяется вирус. Поэтому нужно стараться не собираться в больших количествах. Это первое. Ну, один из вариантов — это, конечно, вакцинироваться. В мире было много пандемий. Из этого опыта следует то, что даже та же испанка длилась 4 года. Из этого можно сделать вывод, что наш организм тоже когда-нибудь рано или поздно адаптируется к этому вирусу. Но чтобы мы к этому пришли, сколько людей мы должны потерять. Поэтому нужно беречь себя, бдительность сохранять, повышать иммунитет, здоровый образ жизни вести. Такие рекомендации. Спасибо большое. Здоровья вам и нам. Это самое главное в нашей жизни. Я к врачам отношусь особо. Мне кажется, любой здравый человек понимает ценность этой профессии
Я считаю, что в этой профессии должны быть самые лучшие, самые образованные, самые человечные. Кстати, что очень приятно, многие пациенты Гудаутского ковид-госпиталя, Сухумской инфекционной больницы, районных других больниц, все говорят, вот именно после ковида, те, кто попал в больницу и после проходит реабилитацию, что наши врачи лучшие, потому как они относятся к своим пациентам не так, как доктор к пациенту, а с душой, как родные люди. То, о чем я вам говорила, держат за ручки, как своих родных. И они часто об этом нам рассказывают и журналистам, и пишут в соцсетях. Поэтому я надеюсь, что наши зрители услышат. Мы таким образом можем помочь нашим докторам, которые уже вот сколько месяцев не живут нормальной жизнью, борются за жизнь наших близких. Защитить себя, защитить близкого, носить маски, вакцинироваться, использовать средства дезинфекции. Вот. Спасибо за интервью, Хирсина. И вам спасибо.